Центральную избирательную комиссию 10 ноября поступило заявление от Рашида Тагаева о самовыдвижении кандидатом на должность президента страны. Тагаев Рашид Бакирович родился 21 августа 1958 года, директор филиала «Ошгаз», бывший депутат Жагорку-Кенеша 4-го созыва. Ранее 10 человек подали заявление для участия в досрочных президентских выборах. Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдулдаев, Кубан Чароев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакитаев, Канат Исаев, партия Кыргызстан, Абдыкаар Садыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Матуев. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию заседания глав государств ШОС в режиме видеоконференции. Несмотря на трудности, в текущем году организацией проделана большая работа. Об этом свидетельствует солидный перечень документов, который будет принят сегодня, сказал Садыр Жапаров в своем выступлении. В октябре в Кыргызстане произошли известные вам события, связанные с недовольством общественности по поводу итогов парламентских выборов. В результате требований народа бывший президент принял решение уйти с должности. Моим указом ему присвоен статус экс-президента. Передача власти состоялась мирно и в строгом соответствии с законодательством страны, сказал Садыр Жапаров. Возобновление обучения в традиционном режиме зависит от эпидемиологической обстановки, сказал министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев. По его словам, в Министерстве образования разработано несколько сценариев для школ, вузов и колледжей в зависимости от обстановки. Так предлагаются 3 варианта обучения. Первое. Организация учебного процесса полностью в онлайн-режиме. Второе. Организация учебного процесса в смешанном формате, предусматривающим проведение некоторых занятий в онлайн-режиме, других – в офлайн-режиме. Третье. Переход к традиционному формату обучения. Экс-министру здравоохранения Касмазбеку Чулпанбаеву, находящемуся на лечении в Национальном центре кардиологии, требуется дорогостоящая операция на сердце. Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением. Бывший министр здравоохранения Касмазбек Чулпанбаев задержан сотрудниками ГЭСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава Кыргызской Республики. По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов. По факту пожара, произошедшего минувшей ночью в Бишкеке на Орта-Сайском рынке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы. Вызов о случившемся поступил в милицию 9 ноября. На место прибыла следственно-оперативная группа ГОМ-3. По предварительным данным, огонь возник в двухэтажном здании рынка, в котором расположены не только торговые павильоны, но и швейных цех, магазины и сеть быстрого питания, говорится в сообщении. Факт зарегистрирован в ЕРП по статье 210 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Определение причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. В районном УВД также отметили, что ими в Управление по пожарному надзору Госэкотехинспекции и неоднократно направлялись уведомления о многочисленных фактах нарушений противопожарной безопасности на территории рынка. В милиции не раз предлагали провести рейды и устранить нарушения. Минувшей ночью в Бишкеке на Орта-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось лишь полностью потушить к 5 часам утра. Приблизительная площадь возгорания – 1800 квадратных метров. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. В настоящее время США находятся на историческом этапе своего развития, и я уверен, что под вашим руководством американский народ достигнет новых высот. Кыргызская республика всегда уделяла особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений. С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед. Я уверен, что совместные усилия выведут кыргызско-американские отношения на новый качественный уровень на благо обоих народов, говорится в поздравительной телеграмме. Садыр Жапаров пожелал Джозефу Байдену крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а народу США – мира и процветания.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6. Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо, написал он в телеграм-канале. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак после этого заявил, что также заболел COVID-19. Супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом в июле. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили. Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева на своей странице в Facebook сообщила, что мэрия столицы решила не проводить новогоднего салюта и не покупать новых декораций для украшения столицы. Все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям с детьми с ограниченными возможностями, а также нашим ветеранам, пояснила Чыныбаева. Чыныбаева также призвала горожан поздравить всех, кто нуждается во внимании и поддержке. Столичная мэрия не в первый раз отказывается от салюта в честь праздников. 9 мая мэрия сообщила, что салют ко Дню Победы не будут проводить для экономии средств в период пандемии коронавируса. Тогда салют все же провели, но на средства Генерального штаба, а не за счет столичной мэрии. При этом, салют в честь Дня независимости все же провели, несмотря на резкий рост дефицита бюджета из-за пандемии коронавируса. Тогда на это мэрия потратила 2 700 000 сомов. С августа дефицит бюджета страны только увеличился. На это повлияли не только пандемия коронавируса, но и политическая ситуация в стране после парламентских выборов 4 октября, итоги которых ЦИК отменила. При этом Кыргызстан ждут досрочные выборы президента, конституционная реформа и повторные выборы в парламент. На все эти мероприятия нужны сотни миллионов сомов. С 11 ноября в 1489 общеобразовательных учреждениях страны возобновляется обучение в реальном режиме для учеников первых, 6, 9, 11 классов. Такая информация размещена на сайте Министерства образования и науки. В разрезе по областям: Нарынская область – 142, Джалалабадская область – 220, Баткенская область – 177, Ошская область – 434, Иссык-Кульская область – 160. Таласская область – 77, Чуйская область – 279. В течение 2 недель будет проведен непрерывный мониторинг в школах, где возобновлено обучение в реальном режиме. При стабильной ситуации и хорошем результате мониторинга, с разрешения местного самоуправления и органов здравоохранения, и остальным классам будет разрешено обучаться в реальном режиме.